Здравствуйте! В эфире телеканала Архыз-24 и радиостанции КЧР-ФМ, программа «Студия ФМ» на волне 104.5. И это разговор в прямом эфире. Меня зовут Валентина Пащенко, помогает мне Евгений Бушмин, режиссер телетрансляции Асият Мамаева. И сегодня у нас в гостях Мурат Анатольевич Джандаров, сотрудник автономной некоммерческой организации «Алашара», специалист отдела языка, и Амиран Мурадинович Дзугов, сотрудник информационно-аналитического отдела организации. И сегодня мы поговорим о том, что в Карачаево-Черкесии предстоит масштабный фестиваль абазинского языка и литературы, и обсудим то, какие аудиоспектакли получились на основе абазинских народных сказок. Вы можете позвонить нам в студию, задать свои вопросы нашим гостям. Для этого нужно набрать номер телефона 8 800 775 03 24. Звонок бесплатный. Также вы можете оставить свои сообщения в наших группах в социальных сетях телеканала Архыз-24 и можете отправить свое сообщение на короткий номер 5533. Более подробно расскажет мой коллега Евгений. Чтобы послать СМС-сообщение, абонент в начале СМС-сообщения должен написать КЧР-ФМ, затем пробел, затем текст и отправить все это на короткий номер 5533. Ключевое слово можно писать на кириллице, латинице, прописными, строчными буквами и тому подобное. Стоимость отправки одного СМС-сообщения для абонента, кроме абонентов Мегафон, 13 рублей 20 копеек с НДС. Для абонентов Мегафон с 1 декабря 2015 года СМС на номер 5533 составляет 10 рублей 62 копейки с НДС. Услуга доступна всем операторам мобильной связи вашего региона. Ну а с 1 мая 2014 года требуется подтверждение отправки СМС на короткий номер. Необходимо следовать инструкциям, которые присылает оператор. Спасибо, Евгений. Итак, буквально с 29 октября по 5 ноября состоится этот фестиваль. Что это будут за мероприятия? Это будет одно мероприятие, либо это будет ряд каких-то мероприятий? Где они будут происходить? Кто будет их участниками? Расскажите, пожалуйста. Кто расскажет? Ну, я думаю, расскажет Амиран, информационный отдел. Добрый день, друзья! Рад снова быть в эфире. Спасибо большое, Валентина, что пригласили. Я здесь уже сбился со счета который раз. Всем отличного настроения. Рассказываю. Это будет целый фестиваль. Он включает в себя научно-практическую конференцию, конкурс чтецов, и завершается он проектом «Абазинские песни незабываемые», который пройдет 5 ноября в драматическом театре нашей республики. Начинается он в 18:00. Расскажем поподробнее. В гимназии номер 16, это моя родная гимназия, пройдет конкурс чтецов, непосредственно абазинских стихотворений. Поэтому, друзья, если вы нас сейчас слышите, пишите срочно нам. Нам будет очень интересно раскрывать новые таланты. Конечно, все знают талант Сергея Витальевича Безрукова, который декламирует Есенина, Высоцкого и не только. Но я так думаю, и среди абазинской молодежи, или просто если вы знаете абазинский язык, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы будем рады принять вашу заявку, послушать вас. Идем дальше. Будет научно-практическая конференция с таким... Амиран, уточните, куда писать? Писать нам в социальных сетях. Мы есть в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм, просто хэштег Алашара, и вы сможете нас найти. В социальных сетях ВКонтакте оно Алашара, особенно по подразделению. Идем дальше. Будет научно-практическая конференция с таким классным названием «Табуловские чтения». Посвящено оно будет творчеству, абазины говорят Табуль-Талистан, то бишь Талистана Табулова. Это автор-создатель абазинского и не только алфавита. Его произведениям, сказкам, различным очеркам, притчам, в общем, полностью его творчеству. Соответственно, вы можете тоже выбрать, опять-таки, тему какую-либо, можете его биографии, какое-либо эссе написать и выступить непосредственно на этой конференции. И, в принципе, будем рады услышать любого спикера, выслушать. Человек очень значимый в абазинской истории, создании культуры, письменности, до всего, в принципе, в целом. Поэтому... Вообще, практическая конференция, она является центральным, если честно, мероприятием, и поэтому, думаем, она будет самой интересной. Известно ли уже, кто станет ее участниками, кто будет приглашен, что там будет озвучено? Да, известно, у нас уже есть заявочки, но в целях такой хорошей интриги мы не будем сообщать имена фамилии. Угу. Ну, в общем-то, о чем они могут рассказать на конференции? Это будут какие-то научные исследования или что это будет? Хороший вопрос.
Давайте отвечу немного субъективно. Если бы, например, принимал участие как спикер я в этой практической конференции, я бы, скорее всего, выбрал тему сказок и в целом героев, то бишь образ, психотип, характер тех героев, которых он когда-либо создавал. Хотел продолжить одним из проектов Алашара, это фильм, но так как нельзя об этом сейчас говорить, Ну, мы нельзя. об этом поговорим чуть позже, Да, просто у да, нас чуть основная позже. тема. Очень много персонажей он создал, все не похожи друг на друга. И я бы просто взял чисто психологическую сторону и раскрыл бы в своей теме непосредственно, почему так, как это влияло на народ в тот момент, или, может, народ создавал этих героев. Вот это очень активно, очень актуальная тема, я считаю, потому что народ идет за героями, народ идет за людьми, и если кто-то из них плохой, хороший, одному как бы свойственны такие качества характера, другому иные, то, я думаю, об этом можно поговорить на целой такой масштабной научно-практической конференции. Ну вот этот фестиваль в который раз будет проходить? Он уже был, такое мероприятие? В третий раз уже. Это будет третий Третий раз. раз, да. В прошлые разы как это мероприятие прошло и сколько было человек задействовано, сколько мероприятий было? Вот как в прошлые разы прошел этот масштабный фестиваль? Ну, это мероприятие республиканского масштаба, скажем, там, все учителя родных языков наших школ, они все задействованы, они заранее получили свои темы, и сами, которые могут, выбрали уже темы. И они, скажем, если по числу человек, это около 200-300 человек. Уже принимали участие в таких мероприятиях. Да, В этот раз планируется не меньше. Естественно, с каждым разом больше и больше получается. Это мероприятие проходит раз в год или раз в 2 года? Это раз в год получается. Раз в год. Да. Что ждет? Может быть, это будет на конкурсной основе, либо без конкурсной основы мероприятия? Может быть, дипломы получат участники? В основном это научно-практическая конференция. Там вот все вопросы поднимаются. И, естественно, они потом по секциям разбиваются, вот эти темы, и дорабатываются. И в конце потом итоговые опубликования идут, как книжки выпускают. Это будет сборник научных работ по итогам конференции. Это и послужит и пособием, и для молодых специалистов языка как бы большим материалом. Получается, что это такая научная работа, будут собраны научные материалы, которые послужат потом в дальнейшем развитию языка и литературы. Совершенно верно. Так. Мурат Анатольевич немного поскромничал, я даже добавлю, скажу больше. Те ребята и вообще любой спикер, который себя зарекомендует, который, все равно будет очевидно, что человек копался, искал, создавал, писал, что продукт его интеллектуального творчества нужно будет оценить по достоинству, вполне возможно, но это, честно признаюсь, до конца окончательно не утверждено. Мы будем привлекать этих ребят. Может быть, это будет 40-летний человек, давайте я буду говорить ребят. Тебе просто привычнее, это аудитория. Да. В плане как экспертов, просто как поддержку, там, может быть, мы будем проводить какие-то мероприятия, будем приглашать обязательно как почетных гостей, как я говорил, экспертов, будем советоваться, как этот человек это все видит. В общем, это будет некий такой актив Алашара, который будет помогать во всем. И не просто помогать как бы нам оказать помощь, но еще и сам будет задействован активно в любом абсолютно характере мероприятия, там, даже если это будет спортивное мероприятие. Потому что, понимаете, как бы ни для кого не секрет, численность абазинской национальности даже на территории нашего региона очень-очень мала, и нужно будет выявлять и, соответственно, создавать базу людей, которые активны. И планируется как бы на этой конференции тоже выявлять подобную деятельность подобных активных людей и очень-очень плотно с ними работать. Может, у них будут какие-то свои инициативы проводить какие-то конференции. Почему бы и да? Хорошая фраза, почему бы и да. Насколько я знаю, буквально недавно была презентация аудиоспектаклей именно для детей. Это аудиосказки национальные на абазинском языке. Как это было представлено, что это из себя представляет, где это можно услышать, увидеть, для кого это все сделано и какая работа была проведена. Может быть, сначала начнем с того, что это, а потом с чего все начиналось. Амиран? Где было презентовано, что это было? Расскажу.
Насколько мне известно, я, честно признаюсь, не очень активную роль играл вообще в создании аудиоспектаклей. Ну, в презентации, насколько я Ну, знаю. презентацию, да, расскажу немного про сказки. Абазинские народные сказки. Все мы знаем, что, в принципе, они были, вообще идея создания вообще пошла со спроса. Очень много людей сейчас, в принципе, слушают диски с историями успеха различных людей, там, может, каких-то западных миллионеров, звезд и так далее. И вообще, в целом, не всегда получается прочитать, элементарно продекламировать то или иное произведение, скажем так, с народного фольклора, там, или того, там, предположим, даже нашего Табулова, Толистана. И решили, давайте создадим. Можно будет просто взять, включить, ребенок послушает, поднимет уровень знания языка, будет знать фольклор, культуру, историю и так далее. Ну, еще одно дело прочесть, а другое дело услышать, это же совершенно другие... Уровни восприятия тоже согласен. Ну и заодно с детского уровня можно будет уже возраста как бы приучать себя к прослушиванию. Например, в автомобиле это будет очень-очень даже удобно. Тем более диски записаны в отличном качестве, что в автомобиле, в любой категории автомобиля, я это хочу подчеркнуть, они играют вообще безукоризненно, без каких-либо там скачков и так далее. В общем, над этим тоже поработали. В записи сказок принимали участие актеры Абазинского театра. Отдельно отметим режиссера даже с аудиосказок, это Зураб Капсергенов. Да. Он очень весомый вклад внес, ему отдельное такое сердечное, большое, человеческое, национально-народное спасибо. Но я так думаю, в принципе, весь Абаза народ знает этого человека, знает, сколько всего он делает, что человек активный. Ну, просто можно много говорить, отдельный эфир посвятить просто Зурабу. Увы, он сегодня не смог присутствовать, он был как бы основным участником, должен был быть основным участником данного эфира, но работа, как бы и истинного, искреннего, скажем так, актера отличает то, что когда есть возможность пойти на эфир или на репетицию, он выбирает репетицию. Ну, согласитесь, как бы профессионализм там, наверное, и зарождается, когда человек как бы посещает подобные мероприятия. Вот. И непосредственно волонтеры Ануа Лашара. Участвовали в озвучивании. В озвучке, да, непосредственно, да, в озвучке. И, честно признаюсь, когда я их прослушал, я к своему стыду не очень хорошо знаю абазинский язык, но сам тембр голоса, интонации, вот именно художественность вот этого всего, она прям завораживает. И кто бы мог подумать, что девушки и парни, которым даже некоторым даже 20 лет нет, они могут так это все прям сыграть, скажем так. И, в общем, очень круто получилось. Если я не ошибаюсь, на нашем сайте есть аудиосказки. Да, есть у нас. Поэтому вы можете прослушать, найти аудиоспектакли на сайте Ануа Лашара, lashara.org. В принципе, если вбить Лашара.орг русскими кириллицей в поисковике, сразу как бы выйдет наш сайт. Сколько там сказок, какие сюжеты были взяты за основу? К сказанному добавить особо и нечего, но предысторию расскажу, как сказки вообще вот и планировались, и как они создавались. У нас в Алашаре есть, как вы знаете, отдел язык, и экспертами было решено вот именно отобрать именно 11 сказок, именно для детей, которые вот и не читать, и не писать не умеют. И решили создать... Именно на народном языке. Да, аудиоверсию. Ну и даже и взрослые вот сейчас такой мир, что и почитать особо времени нет, то так включил, поставил диск в магнитофон и едешь, слушаешь и получаешь, как говорится, удовольствие. Ну, эксперты отобрали 11 сказок. Сколько? 11 сказок. И как Амиран сказал, вот именно вот помощь Зураба, неоценимая помощь. Сперва как аудиосказки, ну, аудиоверсию хотели, вообще аудиоверсия сказок. И Зураб, когда взялся, почитал, посмотрел, говорит, вообще получились отличные аудиоспектакли. А в чем разница? Аудиосказка либо аудиоспектакль? Ну, аудиоспектакль, там несколько ролей и несколько человек озвучивают свои роли, там как-то интонации там другие, там прям играют. Ну, скажем, художественный фильм без изображения. А аудиокниги – это просто вот один автор берет и выразительно вот меняя тон, читает всю, скажем, сказку. Все-таки было решено именно в формате аудиоспектаклей. Аудиоспектакль, да, Зураб. Вот, и у Абазин до сегодняшнего дня не было таких сказок, вот именно аудиоспектаклей. И как бы как пилотный проект, скажем,
Даже самим интересно было попробовать, что у нас получится. Получается, эта работа была впервые выполнена? Да, совершенно верно, впервые. И результат пока положительный. Все, кто не послушает, всем нравится. Может, не знаю, конструктивная критика будет, мы еще и лучше сделаем. Если планируем еще на 2017 год заложить в программу у нас продолжить озвучку аудиоспектаклей. Если какие-то советы хорошие мы получим от наших слушателей, мы будем рады. Эта работа когда была начата? Сам экспертный совет заседал, скажем, в начале года. Начало этого года. 2016. Да, отобрали 11 сказок, которые им понравились. И 3-4 месяца понадобилось. Какие сюжеты в сказках можно услышать на абазинском языке? Там в основном такие герои, как ослик, потом лисенок. Это в основном сказки о животных, да. в которых происходит какое-то действие. Смысл заложен, и там они очень положительные, такие поучительные. Можете рассказать герои. какую-нибудь сказку? Например, как нельзя дружить с лисой. Это получается в образе лисы показано, что нельзя доверять всем людям, все, что у тебя, как говорится, поучительные сказки для детей, как нужно себя вести, в общем-то. Да, не доверять незнакомцам. Совершенно верно, да, так. Угу. Еще какие сюжеты там встречаются? Есть сюжеты, где и, скажем, то, что Зураб создал, вне проекта Мурат ища Шихахаза, по-базински звучит, как Мурат, как бы кровник отомстил. Там очень много персонажей, больше часа почти длится сказка, и там почти... Это даже не сказка, прям эпос какой-то, нет? Он так прям. И, кстати, хочу сказать, поблагодарить особенно Чамбу Нателлу, она тоже принимала участие в наших записях. И на проекте прям такая красивая песня родилась на абазинском языке. Она должна была два куплетика спеть, и там целая песня получилась. Прямо на студии записали, и сейчас, может быть, не знаю, в каком-то концерте она будет участвовать с этой песней. Случайно вряд ли она получилась, это была большая работа проделана. Большая работа, естественно. Просто с ее талантом и как подойти к этому, она прям попала в точку, скажем. Какие еще сюжеты? Это 11 сказок, в общем-то, можно, наверное, все перечислить. Все, наверное, времени не хватит. Так, например, и про любовь там рассказывают, и там про 7 чудес света там еще есть. Такие многогранные такие сказки, не то что... Не то что что? Не то что обычные бессмысленные, скажем, западные такие сказки. Такие Кстати, эти сказки, вообще сборник сказок написал Табулов, Татлустан Закиреевич, и там прям народные такие сказания. Не то, что он как бы в роли сборника выступил, скажем. Мурат Анатольевич, вы же знаете сюжеты всех сказок, да? Сюжеты всех сказок знаю, просто при записи некоторые сказки дорабатывались. И там надо именно послушать, все это переосмыслить, как говорится, там уже как бы и современный подход, и плюс архаичные такие выражения там даже говорятся. Старые такие фразы. Это то, что сейчас в современном абазинском языке не встречается? К сожалению, не встречаются, да. Но в литературе можно еще встретить? Естественно, мы и специально из-за этого мы именно старинные сказки начали, с них и начали, чтобы они для современного человека, чтобы они понятны были, с этого и начали мы. А вы сказали еще сказка о 7 чудесах света. Интересно, на самом деле я не владею абазинским языком. Не 7 чудесах света, а именно 7 столпа, как сказать, такие Амиран, основополагающие. Да, такие с переходами такими, герой этой сказки, Мурат ища Шихахаз, он встречается там с такими сказочными, скажем, плохими героями, он их побеждает, поднимается, там мудрости учит, там где-то он крылья приобретает для полета, для цели. Это получается сказка о том, как человек растет, преодолевая какие-то трудности. Совершенно верно, да. И каждый раз на новом этапе он какой-то новый навык получает, правильно? Правильно. Я пытаюсь догадаться, о чем сказка, расскажите все-таки. Мы прям просто все не расскажем, почему? Потому что, чтобы
сам слушатель Интрига. да, приобрел, послушал, как бы зашел в наш сайт по... Как в современном мире говорят, мы стараемся избегать спойлеров, чтобы Что они это? прослушали. всё. Ага. Нет, ну на самом деле прослушать сказку и понять, о чем там идет речь, могут только носители языка в основном. Тот, кто языка не знает, ему сложно, но интересно ведь, что же там внутри. Ну, русский перевод пока мы не делали, как бы русскую версию сказки. Ну, я бы думал, в дальнейшем можем и такой вариант рассмотреть. Ну, кстати, допустим, когда идет обучение на каком-то языке, там английский, французский, немецкий, еще какой-нибудь, в общем-то, должен быть хотя бы текст на родном языке. Есть ли такая возможность? Прослушал аудиосказку и прочел, узнал, о чем там говорится. Естественно, краткий текст, о чем вообще сказка будет, конечно же. И плюс и вот этих сказок есть русский вариант, ну, русскоязычный вариант. Я думаю, если интересно будет, можно найти и почитать. Но пока в сайте у нас в ходе разработок, ну, пока Ну, нету. в общем-то, этот вариант нужно предусмотреть, чтобы, как вот, допустим, Амиран не совсем владеет родным языком. Просто видите, это у нас первый такой проект. Вот вы нам Доработайте, Да, пожалуйста. да. хороший совет дали, мы Ну это и- тоже учтем. Нужно обязательно, конечно, добавить, всем надо дружить с абазинами. Кричи. Иметь друга абазина обязательно, чтобы можно было прослушать сказку, узнать, о чем там речь. Ну, мне в моем случае помогли мои друзья, они как бы синхронно мне все переводили, и я, в принципе, можно сказать, так и освоил их. Так, ну, насколько я понимаю, есть, наверное, аудиосказки на других языках национальных, да, нашей республики? Нет, вы не знаете? Не сталкивались с коллегами? Я не встречал, честно говоря. Может и есть, да. Ну, мне кажется, работа ведется. Мы, наверное, позовем еще в студию Ну, представителей других организаций, как они этот вопрос решают. Если, ну, мне кажется, что ведется. Вот где-то я слышала, что сказки у нас я могу для детей для вас быть готовятся. секретом, но открою секрет, не знаю, ну, может, слышали. Эльбрусоид, организация Эльбрусоид, есть карачаевская организация. Вот у них своя студия, они предложили вот совместно создать вот... Они вам предложили помощь? Не, они не предложили помощь, они вот сотрудничество предложили, что у них есть студия, мы как бы свои сказки там записываем, и хотят они выпустить сборник. Вот там и будут и карачаевские сказки, абазинские, черкесские, нагайские, русские. Какая замечательная идея. Вот мы свое время, ну, то, что нам полагалось, мы записали. В этом помог Хадис Меляджибеков, писатель народный. И вот ждем, пока выйдет этот диск. Угу. Ну, насколько я знаю, вопрос вообще аудиосказок также обсуждался на Межнациональном совете, который был создан в прошлом году, в который вошли представители всех национальных организаций. И вот работа ведется, судя по тому, что ваши сказки уже вышли. Это было в общественной палате КЧР под председательством Молдавановой Веры Николаевны. И вот там вот этот вопрос поднимался, и прям там были работники театра, и языковеды, и вот сейчас модно уже на такие носители, вот именно сейчас книги особо не читают. Когда на дисках, когда вот на флешках, вот молодежь очень охотно слушают. Ну, на самом деле, когда Амиран об этом уже говорил, что так Да, просто да. даже удобнее Да. и более современно. У нас, возможно, есть звонок. Мы пока продолжим беседу. Ну, может быть, еще какую-то сказку вот расскажете немножко? Давайте расскажем, чуть-чуть. как прошла презентация Вот, непосредственно. пожалуйста. Презентация прошла в детском саду, муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении. Называется он «Звездочка», аул Псыш. Большое спасибо, кстати, заведующей садиком Мадине Юрьевне Молхозовой. Угу. Прошло мероприятие 14 октября, если я не ошибаюсь, ввел мероприятие я. Непосредственно сценарий все написан был мной. Ну, как бы, я думаю, много людей знают, что эта деятельность мне нравится, как бы завлекает. А тем более и дети. Любое мероприятие с детьми – это колоссальная энергетика, и там просто невозможно оставаться равнодушным. Планировалось, как, ну, вообще ход мероприятий. Как бы, поприветствовали. Покороче, у нас есть звонок, а потом продолжим еще. Давайте. Ну, хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лиана Капсергенова. Угу. Я с аула Псыш. Очень приятно. Вы, может быть, даже присутствовали на презентации аудиосказок? Нет, к сожалению, не присутствовала, но я слышала о презентации. Угу. У вас есть вопрос к нашим гостям? Да, конечно, да. У меня вот такой вопрос. Просто маленькие дети дошкольного возраста, лет до 5, до 6, они плохо воспринимают именно аудиозвучание. А если какие-нибудь, допустим, переводы сказок,
там, с русского на абазинский, чтобы маленькие дети могли смотреть и слушать именно мультики. У них была картинка связана, какая-то индивидуализация, потому что, маленькому ребенку включить, допустим, 3-4 года сказку, он может, не проявить к ней интереса. Занимается ли организация вот именно вот этим направлением, не только аудиосказки? Спасибо вам за вопрос. Можно, пожалуйста, имя напомнить? Ляна, по-моему. Капергенова Лиана. Да, Ляна. фамилия просто звучная, да. Ляна, постараюсь ответить на ваш вопрос. Сейчас, я так думаю, уже можно это озвучить. У нас в проекте разработка мультфильма «Лунтик». И если я не ошибаюсь, даже целых 20 серий мы озвучили. Там очень много персонажей. Мы искали, думали, как это все на абазинском. Там как будет пчелка, как будет там какая-то букашка. В общем, объемный проект такой получился, очень трудоемкий. И я так надеюсь, может быть, к завершению года, может быть, в будущем году обязательно К вы 8 увидите. марта пообещайте. Я честно не люблю давать неизбыточных обещаний, но я могу дать гарантию, что обязательно он выйдет в свет. И Работа уже ведется? работа, я надеюсь, да ладно, давайте Нет, уже нет, рубить. Мы уже сделали это все. Уже 20 серий готово, осталось уже в информационном плане это все подтянуть, афишировать и непосредственно конечному, скажем так, слушателю и смотрителю, зрителю предоставить это все. И непосредственно на абазинском языке есть изданная Ануа Лошара книга. Книга непосредственно со сказками. Русскоязычная версия есть у этой книги? Нету. Нет, пока нету. Целью мы, конечно, я не буду скрывать, друзья, давайте на момент станем реалистами. Основная цель организации – сохранение языка. Абазинский язык очень сложный. Его нужно беречь, сохранять, изучать. Поэтому все, что в принципе делается, оно будет производиться, создаваться на абазинском языке. Чтобы даже если, скажем так, человек не заинтересованный в этом, может его это как-то зацепит. Может человек, который, как я, метис по происхождению, в нем какой-то ген сыграет, он начнет изучать этот язык. Понимаете, такая проблема стоит, все об этом знают. Поэтому, в принципе, все на абазинском. Поэтому вы можете посетить наш офис, находимся мы на Даватора 17, подарим вам книжечку обязательно, посмотрим, если у нас на балансе еще остались записи аудиоспектаклей, тоже подарим, можете написать нам в директ в Инстаграм, и непосредственно в любой социальной сети, Одноклассники, ВКонтакте, под тегом Алашара, в Одноклассниках Ануа Лошара. В принципе, думаю, нас можно найти, есть группы, более облегченный поиск. Мы всегда отвечаем на все вопросы, критики, претензии, предложения обязательно, инициативы. Поэтому мы всегда открыты для диалога. Ляна, большое спасибо за вопрос. И для самых-самых маленьких у нас сейчас еще вышла книга для изучения абазинского языка, такая большая, где-то А4 формата, она, по-моему, создана Муратом, сшита, сдизайнирована, скажем так, она Муратом Анатольевичем, создана она экспертами Мурата Анатольевича. Вся работа курировалась все-таки Муратом Анатольевичем. В общем, его отдел очень большую работу проводит, и именно непосредственно направлено на сохранение, популяризацию, развитие, может, в каком-то плане эволюционирования языка и так далее, и так далее. Так как язык жестов они придумывают, новые жесты, тут примерно то же самое. Поэтому книжку, в принципе, тоже, когда сделали публикацию в сети Инстаграм, очень много людей написали и в комментариях, и в директ, как нам ее получить. Работаем мы, так как мы общественная организация для народа, ее можно получить бесплатно. Но так как все равно какие-то траты связаны с этим, цветной принтер и так далее, да. Просто условие было простым. Отзыв. Хороший положительный отзыв, какую-то публикацию в социальных сетях. Банальная человеческая благодарность. Почему? Потому что, мы и калькуляцию провести не сможем. Да и брать живые деньги с мамочки, которая с ребенком на руках пришла к нам и действительно проявляет интерес к изучению своего родного, может быть, частично родного для этого ребенка языка, согласитесь, это стыдно для такой организации, Алашара, например. И поэтому корреспонденция распространяется бесплатно. Главное прийти к нам, познакомиться с нами, побеседовать. Давайте дружить, друзья, давайте развивать это все. Нам очень приятен ваш интерес. Можно будет и книжечку получить, может даже выиграть. Есть определенная корреспонденция, которую можно выиграть. Как? Опять-таки в социальных сетях информация будет размещена, уже размещена и так далее, и так далее. Просто чуточку активности, и вы не поверите, буквально за пару месяцев можно собрать такую коллекцию корреспонденций, книг, журналов, дайджеста,
о культурной жизни Абаза. Вообще просто колоссально интересный проект, тоже изучите его. Поэтому просто чуточку активности в социальных сетях и посещайте нас побольше, почаще, задавайте вопросы. Всегда открыты к сотрудничеству и будем во всем помогать. Спасибо большое. Телефон у нас все уже, да? Звонок ушел. Да, телефон тоже слышу. Спасибо за исчерпывающий ответ. Да, спасибо большое. Получается, видите, оказывается, секреты они хранят, что мультики-то уже готовы, в общем-то. Ждите тогда мультики, обращайтесь, спрашивайте, все вам дадут, все предоставят. Все, обязательно. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот с этого-то надо было начинать, что, оказывается, у вас много секретов, которые, в общем-то, порадуют наших зрителей и радиослушателей, которые интересуются изучением абазинского языка и даже мультиками. Интересно. Ну, помимо Лунтика у нас еще есть и переводы мультфильмов. Да, «Три котенка», например. Еще есть. Презентация недавно, да, тоже была. И плюс Простоквашино, да, вот, по-моему, мультфильм еще. Потом еще Спирит есть. Ну, много, вот 5-6 мультиков уже есть, как бы. Ну вот где их можно увидеть? Только у вас, либо это есть в свободном доступе? Ну, у нас и в сайте вообще вот вся информация нужная, необходимая. И, естественно, как Амиран сказал, вот приходите к нам, и как бы у нас даже есть комната для волонтеров, которые вот приходят, они там, ну, молодежь с нами приходит. Да, в теплой обстановке за чашечкой чая, там всегда есть, простите за мой жаргон, вкусняшки. Можно действительно побеседовать, сблизиться, какие-то идеи даже выдвинуть, изучить уже проделанную работу, как-то непосредственно стать потребителем этого всего. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, все делается для народа. И можно даже упомянуть, городское население немного выпадает за счет того, что немного Алла-Шара направляет свою деятельность в аулы, и жители города Черкесска и, в принципе, пригорода, они немного не осведомлены, ну, разве что через социальные сети. Поэтому активный такой хороший дружеский призыв, друзья, проявляйте активность. Много всего хорошего можно найти, увидеть. Ну, хочу добавить для тех, кто вот есть абазины, к сожалению, много их, которые вот, ну, Амиран уже учит язык. У нас есть курсы языка, где они могут улучшить свои знания насчет языка. Вот есть, которые вот, ну, этнические, скажем, абазины, которые вот хотят поближе там и узнать язык, пытаются. У нас есть курсы по всем возрастным категориям, но если есть желание, пускай приходят, записывают. Можно я немного добавлю, так как я посещаю с этого года, с этого раза, скажем так, курсы. Моя группа преимущественно учащаяся молодежь, студенты, но такая возрастная категория лиц между 25 и 30, есть девушки не абазинской национальности, даже нигде, но если я хотя бы наполовину, там фамилия у меня, например, абазинская, да, ну что-то есть в генах, да, вот все. Есть две девушки, которые просто замужем за абазинами, говорят, ну, ничего себе просто. Да, ну, я хочу, это мне это нужно, понимаете, вот, то бишь, в такой момент становится так приятно, что неужели действительно, ну, то ли, ну, я так думаю, ну, мне так хочется верить, думать, что это из-за любви, из-за этого высокого такого чувства человек решил, а давай-ка я подучи его язык, чтобы как-то получше друг друга, что ли, понимать. Ну, конечно, в быту это тоже будет помогать, тем более, опять-таки, нужно хвалить, всегда похвалить человека, который ведет эту работу. У нас самые лучшие преподаватели. Просто их терпению низкий поклон, их стрессоустойчивости позавидует любой человек. Просто любой человек, даже самый, наверное, завсегдатый такой мощный политик, который и не такое видел. Сам курс он предусматривает установку звуковой карты, как я называю, то бишь работу над произношением, там по различным сложным буквам, звукам, там такие скороговорки, там сразу подряд несколько сложных звуков, и ты там... Демонстрируйте это. Я не могу и не рискую. Попробуйте. К этому хочу добавить, у нас, не буду называть фамилию, имя, русская девушка, которая хочет в ИНИАС поступить в Пятигорский государственный университет, она вот, чтобы голосовые связки свои развить, она специально записалась и посещает курсы. Говорят, ну, не знаю, это насколько правда, но абазинский язык вот помогает развить вот голосовые связки. И после изучения языка, вот, который владеет языком, скажем, другие языки более свободно
осваивает. Ну, на самом деле, если начинать с самого сложного, как вы говорите, Ну, больше 80 звуков получается. остальное может даться более легко. Ну и в любом случае, люди, которые владеют более чем одним языком, двумя, тремя, в любом случае они, я не знаю, более интересны, что ли. И Да. я восхищаюсь, на самом деле, людьми, которые знают несколько языков. Вот у нас в республике очень много людей, которые знают свой родной язык, язык русский, и плюс ко всему еще какой-нибудь язык своих соседей, например. Я просто в восхищении. Да, да, да. Согласен. Можно я немного добавлю к курсам? Он в себя включает также еще немного историй, и также туда входят непосредственно деятели культуры, искусства абазинского народа Абаза, скажем так. И как бы получается, вы параллельно с языком можете, скажем так, ну, даже не краткий экскурс, а такой очень весомые знания, багаж знаний получить в целом про народ Абаза. И как бы вот параллельно это все прям очень сильно будет изучаться. Как бы, и в целом, ну, я это ассоциирую с какой-то такой более такой шпионской подготовкой, что ли, что ты приходишь, изучаешь и владеешь Внедряешься. очень даже, да, внедряешься и владеешь очень такой хорошей, емкой, весомой информацией. И везде в любой компании однозначно сможешь стать своим. Ну, интересный подход к этому вопросу. Ну, что хочу добавить, вот звонок, то, что Ляна звонила, вот у нас даже есть и гранты, вот, где мы разыгрываем денежные средства для реализации вот, проектов, ориентированные, вот, скажем, по теме языка. Если у нее есть идеи, вот, озвучить там мультфильм, там, создать мультфильм, не знаю, вот, может она участвовать в наших грантах. Ну, не только она, а вообще любой желающий, Любой да? желающий, да, вот, радиослушатель, если... А что для этого нужно, кроме желания? Что нужно, идея или что нужно? Совершенно идея, да, вот может какие-то сказки она вот планирует, может какие-то комиксы, может какие-то вот рабочие тетради, вот сейчас вот модные пошли, вот электронные рабочие тетради для маленьких самых, вот для дошкольного возраста, как она говорила. Если есть у нее такие идеи, вот сейчас идет, ну уже подведение итога ведет гранта, это ежегодный грант, вот мы, пока это первый раз мы объявили, вот пока 4 заявки всего было по комиксам, и вот рабочая тетрадь, и электронный алфавит. Сейчас вот экспертный совет будет заседаться, и вот будем отбирать. Может, 2 проекта победят, смотря по бюджету. Мгм. Ну, учитывая то, что у вас сейчас только 4 проекта было, можете рассказать подробнее об этом конкурсе, чтобы на будущий год люди подготовились. Сначала нужно ведь с идеи все начать, а не к будущему году подготовиться Ну, и идеи мы представить как вам бы проект. сами не навязываем, там тема свободная. Вот что В она, какой области? ну, естественно, языка. Области развития, изучения родного Изучение, языка. да. И плюс, как Амиран говорил, и культура, быт, чтобы там все это как бы как сопровождение было. Не то, что просто язык, а вот, как говорится, адаб намаз, ну, как себя вести со старшими, как гостя принимать и тому подобное. Вот. Загадки вот на абазинском, может, из других языков. Вот. Но главное, чтобы это все как бы на абазинском было. Мгм. Ну, в общем-то, можно взять любой аналог изучения любого языка и что-то сделать подобное на Это как абазинском. машинный перевод получается, вот, и это как бы, ну, там надо, чтобы абазинский колорит присутствовал. Ну, это все, конечно, нужно дорабатывать, Да, разрабатывать да. Адаптировать, скажем. адаптировать, да, именно к этой реалии, к абазинскому языку, к культуре, к истории. Да. Так, понятно. И сейчас у вас, а когда будет подведение итогов? Ну, планируем в конце этого месяца, уже как бы подходит уже время. А размер грантов уже известен? Ну, если интересно, радиослушатель могу ослать. Размер гранта 350 тысяч, для кого это не секрет. Пока скажу, ну, не назову, а скажу, что пока 2 проекта лидируют. Угу. Но эти деньги нельзя ведь положить себе в карман, их нужно реализовать. Мы это нужно... это выделяем поэтапно, они отчитываются, мы его выделяем, реализовывают они, осваивают вот так. Это деньги, которые идут на реализацию именно этой идеи. Совершенно верно. Воплощение в Да, жизнь. да. Можно немного добавить. Один из проектов представлен девушкой Карачаевкой, именно в плане комиксов. Она очень классный, ну скажу, художник.
У нее очень классная фантазия, очень классная идея. Идея адаптирована под современный мир. В плане комикса воссоздан он в плане ну, скажем так, графического создания, графической части очень круто. Я не буду говорить имя, фамилия. Ну, мало ли, вдруг обидится человек. А почему обидеться, если у нее талант, если она такие идеи замечательно реализует? Вряд ли. Сложность в том, что она все создавала на русском языке и вот с переводом. И вот здесь сразу получается непосредственно в конечной реализации проекта будет привлечена уже команда людей, которые будут как бы думать, как это перевести, как не потерять смысловую нагрузку и так далее, и так далее. И тут уже получается настолько масштабно. И плюс, понимаете, плюс к масштабности в том, что она задействует в своем проекте не саму себя и не типографию, которая в итоге это все распечатает, да, как бы воплотит на бумаге, а людей, которые будут также параллельно изучать абазинскую культуру и быт. И сами понимаете, когда ты начинаешь изучать другую культуру и историю, ты начинаешь любить, признавать больше этот народ, эта культура тебе становится, хочет этого или нет, родной, потому что ты в это вложился, ты это уже изучил, и оно не может тебе не нравиться. И я не хочу никакого давления оказывать, конечно, но это очень крутой проект. Особенно было приятно, что девушка сама заявила желание. Поэтому, друзья, не игнорируйте. Если у вас есть идея перевести, это, согласитесь, 10% труда. Главное, чтобы эта идея была действительно инновационной, крутой, актуальной. Если там еще она будет пропитана до последней запятулечки креативом, так вообще идеально. Ну, вот у меня встречный вопрос, опять же, к вашим идеям. Можно ведь обратиться также в Межнациональный совет к представителям всех национальностей основных нашего региона и этот проект размножить на остальные культуры, опять же, адаптировать эти проекты к той реалии, той истории, которая в определенном народе есть. И, в общем-то, если это на самом деле интересный инновационный проект, интересная идея, можно же ее, в общем-то, на всю республику сделать, просто на каждом на своем родном языке. Мы, конечно же, от этого не отказываемся. Просто все, что, ну, как мы скажем, все, что делаем мы сейчас, вот первые вот шаги наши, они как бы, ну, аналогов пока на абазинской территории нету. Просто вот комикса абазинских нету еще, вот рабочей тетради абазинской еще нету. Как получится, если хороший положительный опыт, мы, конечно же, поделимся. Ну, вообще, вы встречаетесь с представителями других организаций национальных? Карачаевская, например, Черкесская. вот проблема остро стоит сейчас насчет изучения родных языков вообще в школах республики. И вот у нас были круглые столы, не раз, не два. Вот именно поднялся вопрос увеличения количества часов на изучение родного языка. Вот там мы вот с Карачай, Алан Халк, мы встречались с Эльбрусоидом, с Адыга Хаса. Ногайская организация, наверное, да? Вот Ногайская организация, да, вот. И даже Бугаев нас поддержал, Русь, Род, организация. Вот. Ну, как бы контакт есть. Как бы мы стараемся никогда вот не то, что там только абазинские интересы, но где и сможем, и вот интересы и других национальностей, народностей, скажем. Ну, на самом деле вопрос изучения родных языков, он волнует каждый народ. И если когда вы объединяетесь вместе, решаете этот вопрос, вы больше... Ну, это один из таких случаев. А так вот и у нас как бы по направлениям работает вообще Ануа-Лашара, там медицина, язык, культура, спорт. И всегда стараемся как бы и привлечь и другие национальности. Спасибо. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алена, я родом со Старокузинска. Да, мы вас слушаем. Вот вначале я хотела поблагодарить вообще организацию Лошара за проведение вот таких зрелищных игр летом, когда они проводят вот спортивные игры. Я присутствовала в последнем, вот в Красном Востоке, когда проводились летом. Очень зрелищно и красиво. Вот у меня такой вопрос. Будут ли как-то расширяться игры? Допустим, можно ли туда добавить какие-то конные виды спорта, которые были раньше у Абазин, были такие национальные виды спорта конные. Можно ли такие вещи добавить? Спасибо за вопрос.
Приветствую вас, Алена. Постараюсь ответить вам на ваш вопрос. Кстати, совсем недавно, 13 октября, за день до презентации аудиоспектаклей в детском саду «Звездочка» Лапсыш прошел турнир Айхакаца, надеюсь, я правильно произнес, «Железный человек, железные люди», по дворовым видам спорта, турник, брусья и так далее. Ну, в общем, мы пригласили еще команду Offbeat со Ставропольского края, это наши друзья, знакомые из форума Машук. Ну, понимаете, тут целое понеслось вообще. Потом спасибо большое слышать в эфире Старокувийск. Привет вам еще раз. Друзья, постараемся ответить. Занимается базинскими играми Вано Лашар, отдел спорта. Возглавляет его мастер спорта международного класса, чемпион мира среди малых стран по вольной борьбе Расул Нурбиевич Чуков. В этом году я первый раз принял участие в базинских играх в качестве ведущего. Там в плане информационной поддержки оказывал помощь. И скажу прямо, после базинских игр было очень много предложений, и это очень приятно. И очень приятно, что это были предложения не только представителей базинской национальности. Ребят, скажу честно, на рассмотрении очень много вопросов. Честно, мы хотим, есть идеи добавить интеллектуальную часть, есть идеи добавить творческую часть, чтобы больше девушек задействовать, чтобы они преимущественно там стрельба, где-то там, может, волейбол, девушки в основном в таких направлениях задействуют, там стрельба из лука, стрельба из пневмовинтовки и так далее. Но чтобы больше прям охватить, есть идеи. Я честно не могу озвучивать, понимаете, почему? Потому что я сейчас скажу, и они не дай в бог... разработке все. Да, и не дай бог они будут утверждены, будет очень обидно и вам, и нам, и слово вылетело, и так далее, и так далее. Но большое спасибо. Отдельно отмечу у себя, честно признаюсь, отмечу про конные виды спорта. Я обязательно вынесу на ближайшие планерки и оперативки этот вопрос. В принципе, на канале YouTube Архыз24 эфир останется. Мы его еще раз посмотрим, прослушаем, вслушаемся в каждое слово. Напишите нам, пожалуйста, в социальных сетях, чтобы мы лично с вами были на связи. Почему? Потому что редко кто задает вопрос, связанный с конным спортом. Я как бы знаю ребят, которые занимаются в конно-спортивных школах и так далее, но раз Алена задает вопрос, может, она сама заинтересована или занимается, соответственно, она может даже помочь в организации. Ну, понимаете, да, я уже как организатор... Вы спросите, наши на связи. Алена, вы как-то связаны с конным спортом? На самом деле я нет, но у меня есть братья, которые очень увлекаются лошадьми и участвуют на скачках, поэтому у меня и возник такой вопрос. Ага, спасибо, услышал. Ну вот понимаете, да, как бы, соответственно, если есть братья, у братьев есть друзья, ну, в общем, уже как бы определенная команда будет, но опять-таки нам нужно будет подумать, откуда привлечь жюри, эксперт. Ну, в общем, большой объем работы придется проводить, поэтому вы, пожалуйста, напишите нам в социальных сетях. Просьба действительно прям вот от души, как сотрудника, очень интересный вопрос, давайте над ним поработаем. В принципе, я очень надеюсь, что в существующие уже номинации, скажем так, виды спорта, виды соревнований, непосредственно именно в соревновательной части, но не в концертной программе, расширение будет. Я так думаю, ну на 99,9, если это 1/10 не окажется сильнее, будет обязательно. Почему? Потому что базинские игры набирают оборот. К нам уже приезжают, Эльбрусоид приезжал, поздравлял, это было круто, интересно, весело. Как бы, ну, понимаете, да, уже начинают поддерживать, и когда это набирает оборот, тебе еще больше хочется делать. И когда еще такие предложения поступают, так вообще замечательно. Поэтому большое спасибо, Алена. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, напишите нам, и будем тогда на связи. Напомните свои координаты. Оно Лашара, хэштег Лашара, Инстаграм, Директ, жду. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо за звонок. В общем-то, у нас даже и звонки есть, и вопросы. Заинтересовали вы всех своей деятельностью. Вот давайте немного еще поговорим о том, что предстоит. Опять же, вернемся к фестивалю абазинского языка и литературы. Из каких регионов приедут ребята? Какой возраст участников будет? Как это все будет организовано? Давайте я скажу. Ну, к сожалению, только в Карачаево-Черкесии изучается абазинский язык. И со школ, вот я думаю, со всех республиканских школ они будут все задействованы. Ну, хотя и абхазы наши родственные по языку и по быту, скажем, но у них чуть другой диалект, другой алфавит там. А так, как бы, все мероприятия, то, что мы проводим, стараемся привлечь из других регионов, даже вот абхазы вот на абазинских играх участвовали. Ну, в основном это учителя вот, абазинских школ и ученики.
В общем-то, какой возраст? Возраст, скажем, тут до 17 лет, именно самые участники, вот именно вот классическое чтение, говорю, именно вот Абазинская олимпиада, там вот именно вот школьный возраст. Это будет олимпиада по русскому, по родному языку, По родному языку, абазинскому да. и литературе Да, среди школьников, которые изучают этот язык как родной. совершенно верно, да. Кто разрабатывал эти вопросы? Это стандартные вопросы, они повторяются из года в год. Что там входит и какой минимум знаний должен быть у школьника, который пройдет вот эту олимпиаду? Например, такие там конкурсы, конкурс чтецов, конкурс молодых поэтов, писателей, ну вот такие вот. Как бы мы планку такую не ставим, чтобы какие-то ограничения. Вот буквально свободно, вот свои, как говорится, творчество можно там полностью показывать. Ну, в общем-то, наверное, даже у ребят разного возраста есть разный уровень знаний языка. Да. И, наверное, вы не будете сильно разграничивать их по возрасту или по уровню знаний. Как у вас это будет? Ну, как я раньше говорил, по секциям будет разбиваться вот это мероприятие, и там вот по жанрам, по возрастным категориям, вот, и вот по направлениям. И вот в прошлом году, вот, как скажем, никто как бы с обычной головой не уходил. Прям, какие идеи подают, мы подтягиваем, учим, показываем, как бы. Для них это первые шажки, и как бы прям сложно прям строго судить, и как бы главное, чтобы участие привлечь. Ну, в общем, фестивали, они для этого и проводятся, Да. чтобы Да. объединиться, чтобы поднять общую тему, собрать единомышленников, как бы в этой теме немножко могу повариться. Немного добавить даже. Могу немного добавить. Все знают, где есть абазины, все всегда проходит очень интересно, энергично, поэтому посмотрим на общую атмосферу и вполне возможно сделаем свободную площадку с неким свободным микрофоном, с свободным стилем, где мы просто сможем познакомиться, где каждый сможет выступить со своим стихотворением авторским, продекламировать нам его и так далее, и так далее. Ну, я думаю, организационно это будет несложно, поэтому будем смотреть уже по ситуации. Если будет активность, будет интерес, если ребята посетят, то почему бы и да, опять-таки. Опять эта фраза. И у меня еще такой вопрос насчет, опять же, общения между другими народами, взаимодействия, насколько это все вам близко? Могу подхватить. Ни для кого не секрет. Очень сильно дружу и на личностном уровне, так как занимаюсь со студенческой поры общественной деятельностью с активистами фонда Эльбрусайт. Поэтому как бы вообще никаких вопросов не встает. На все мероприятия приглашаем друг друга. На крупные имеется в виду, потому что у них тоже есть определенная работа. Как бы пригласишь, они не придут, тоже будут думать, что мы, может, обидимся и так далее. Но в любом случае по телефону все информируется, с активистами всеми фонда непосредственно я лично знаком. Поэтому как бы вообще никаких сложностей. Если брать ногайские организации, даже озвучимые фамилии, есть Эльвира Аксиева, тоже мой личный друг и по форуму Машук, и в принципе по региону, тоже работала в Ногайском театре когда-то. И как бы вообще никаких сложностей, так как все как бы лично дружим, и почему нельзя эту дружбу направить в синергии и получить какой-то хороший результат. Поэтому на такие крупные мероприятия обязательно все приглашаются. И скажу даже больше, в планах проводить неформальные такие встречи, как бы без галстука говорят, просто за чашкой чая, сами понимаете, они больше результат дают. Поэтому обычное простое человеческое общение, оно всегда есть. Почему? Потому что регион маленький, все друг другу, можно даже сказать, доводимся, особенно я. Поэтому вообще никаких сложностей, всегда за все за, и очень приятно, отмечу отдельно, что все и нас поддерживают. Ну, вы делитесь, может быть, идеями какими-то, может быть, эти идеи как-то ходят вот от вас к ребятам, от ребят к вам, может быть, что-то такое творческое? Да, идея попить чай ходит постоянно. Ну, попить чай, это само собой. Это в любом случае объединяет ребят, вне зависимости от национальности, даже вне зависимости от возраста и при любой погоде. В общем-то, наша программа подходит к концу. Спасибо, что вы смогли к нам сегодня прийти, рассказали о планируемом мероприятии фестиваля, который у вас пройдет с 29 октября по 5 ноября. О том, какие сказки уже подготовили, раскрыли секрет о мультиках.
В общем-то, можем сейчас Если можно попрощаться. еще небольшой анонс, 5 ноября, 18:00, драматический театр. Если я не ошибаюсь, билеты в театре, либо напишите нам. Абазинские песни незабываемые, они в современной обработке, аранжировке, скажем так. Знаменитые наши исполнители, певцы Аминат Напшева, Ячар Меримкулов, Александр Гум, и Нателла Чамба, и все, и Вадим Фанстаков. Кого там только не будет. Поэтому, ребят, не пропустите это событие, это будет просто вау какой вечер. 5 ноября, драмтеатр. 18:00. 18:00. Спасибо большое. А на этом наш эфир закончился. Это была программа «Студия ФМ» на телеканале Архыз-24 и радиостанции КЧР ФМ. В эфире была Валентина Пащенко. Всего доброго, до свидания.